ему и нужны были разговоры. Я не называю их переговорами, разговоры о возможных переговорах с Украиной. Просто он тем самым затягивал процесс, он тянул время с тем, чтобы и Соединенные Штаты Америки не стали оказывать еще большую поддержку и помощь Украине в отражении российской агрессии. Он все время забалтывал эти вопросы с тем, чтобы вот это время оттянуть и добиться каких-то военных успехов на линии фронта, пока он будет дезориентировать Соединенные Штаты Америки касательно возможного диалога с Украиной. И поэтому то, что сегодня Соединенные Штаты Америки озвучили, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы они, как подчеркивали с самого начала, и как они подчеркивают, что ошибка и непростительная ошибка Байдена в том, что он не оказывал должного давления на Россию. Он, во-первых, допустил начало русской агрессии, что было непозволительно, почему Трамп и его администрация и республиканцы обвиняют демократов и, в частности, Байдена в том, что они с самого начала в 2022 году, когда Россия готовилась к агрессии против Украины, не сделали так, что Путин должен был трижды подумать, прежде чем начать агрессию. Потому что на самом деле они правы, когда они говорят, что они не использовали возможности Соединенных Штатов Америки для оказания давления. Вот 10-бальная шкала, да, они говорят, использовали только 3 балла из 10. Вот теперь уже, раз они и республиканцы, и Трамп упрекали Байдена в том, что он этого не сделал, теперь у них флаг им в руки. Они сегодня обязаны это сделать и используют всю американскую мощь для оказания давления. А эта мощь, она заключается именно в поддержке, в санкциях и в поддержке Украины, в военном отношении поддержки Украины. И эти действия, я уверен в том, что они сегодня как раз и включат вот в этот термин, когда они говорят, будем оказывать давление на Россию. По-другому с Россией невозможно. Россия никогда добровольно не заканчивала и не прекращала войну. Война – это стихия, которая сегодня, по сегодняшний день, с самого начала зарождения этой империи поддерживает Россию и Российскую империю. Это войны и война. И поэтому Путин заинтересован в продолжении войны. И, конечно же, при всем том, что и международное сообщество, и Соединенные Штаты Америки настаивают на перемирии, Путин не пойдет на это перемирие, потому что он абсолютно точно знает, что означает 30-дневное перемирие для Украины и украинцев. Это поражение Путина, он это понимает. Не достигнув своих целей, если он останавливает войну, это он проигрывает. Он не может себе это позволить. А цели достичь он не может в любом случае на сегодняшнем этапе. А для того, чтобы Путин осознал, что он этих целей никогда не достигнет, чтобы сама система, которая сегодня управляет Россией и которую возглавляет Путин, временно возглавляет, вот эта система должна осознать и понять, что им этих целей не достичь. И в этом случае могут произойти смена формата власти самой России. Они заменят Путина или в результате его смерти, или какого-то внутреннего переворота, и все попытаются свалить на одного Путина с тем, чтобы сохранить сегодняшнюю Россию вот в тех ее границах, даже уступая те оккупированные территории. Для России единственный выход сохраниться как государство, как территориальное государственное образование, это даже вернувшись к границам 91 года, она и в этом случае выигрывает. Потому что она снова будет набирать силы с тем, чтобы в последующем совершить агрессию. Для нас, для всего остального мира, нужно для себя четко определить, что существование Российской империи в этих границах, это означает продолжение угрозы со стороны России. И поэтому мир
из тех, кто сегодня противостоит Путину и России, Российской империи, российской идеологии, нацистской, русистской идеологии, должны для себя четко определить, эта война может закончиться только капитуляцией, военным поражением России и децентрализацией этой страны. Люди, народы, которые сегодня находятся в колониальной зависимости от России, в результате этого военного поражения Украины должны получить свободу и стать независимыми государствами. И только в этом случае Россия, децентрализованная и трансформировавшаяся в какое-то другое государственное образование, оно может, только оно не будет представлять угрозу для Украины, для соседей, для Европы, да и для всего мира. Это говорит о позиции руководства Украины, которые однозначно и недвусмысленно дали понять Соединенным Штатам Америки, что никаких территориальных уступок со стороны Украины быть не может. Не то, что не уступят неоккупированные территории, но никогда не признают юридически те территории за Россией, юридически за Россией, оккупированные Россией в результате этой войны. Это четкая позиция украинского руководства. Вот это вынудило Соединенные Штаты Америки говорить о том, что русские просят много, и что они это не получат. Поэтому в этом отношении, я думаю, всецело это заслуга, вот в этом отношении то, что риторика Соединенных Штатов Америки изменилась, это заслуга руководства, военно-политического руководства Украины. Я думаю, что в большей степени по поводу, кто прибыл туда и как Путин принимал Си Цзиньпина, и то соглашение, которое они подписали демонстративно снова и снова, подчеркивая союзнический характер этих двух государств, я думаю, это сигналы все направлены в Соединенные Штаты Америки непосредственно Трампу. Я надеюсь, что наконец-то Трамп осознал и признает, что его отношение к Путину и то, каким образом он пытался достичь мира в Украине, что они были ошибочны. Русские и русисты, они понимают только силу. Вот их рабская психология, она восприимчива только к силе. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я это отношу к тем русским, которые сегодня поддерживают Путина, поддерживают войну в Украине. Вот Трамп с этим моментом просчитался, оказывая невероятное давление на Украину с тем, чтобы Украину убедить о необходимости заключения перемирия или достижения мира. Трамп упустил главное. Он дал возможность еще раз почувствовать и Китаю, и России, что они должны быть вместе вот, с сегодняшней ситуацией. И, естественно, китайский лидер это подчеркивает. Но самое главное, что примечательно в этой ситуации, нужно понимать, что Россия была, есть и останется до тех пор, пока она сохраняется вот в этих границах и сохраняется как империя, Россия будет являться сырьевым придатком Китая. И самое главное заблуждение Соединенных Штатов Америки, попытки их оторвать Россию от Китая тем, чтобы Китай ослабить, они абсолютно не обоснованы ничем. Я не понимаю, почему они не понимают, что они будут, и Китай, и Россия будут держаться. Россия никогда не предаст в этой ситуации, в этой сегодняшней сложившейся ситуации, никогда не предаст интересы Китая. Китай не позволит это сделать. Просто Китай не позволит. Я всегда подчеркивал это, что когда затрагивался вопрос, что Китай, Россия, что Россия тоже включится и на равных правах с Китаем и Соединенными Штатами Америки, Россия будет участвовать в каких-то международных проектах и
международной политики. По моему глубокому убеждению, Китай этого не допустил бы и не допустит. И то, что произошло вчера и сегодня, это демонстрирует нам, что Китай будет являться спонсором той войны, которая сегодня Россия ведет. Почему? Потому что Китай, не будучи напрямую вовлечен и в то же время косвенно поддерживая и помогая России в этой войне, это способствует тому, что Россия, занятая в войне в Украине, будет полностью лояльна китайской политике и китайским подходам по любым вопросам. И поэтому Китай заинтересован в продолжении войны, и самый главный месседж и для Соединенных Штатов Америки, и для остального мира, Китай демонстрирует, что он поддерживает сегодняшнюю Украину. Ну, единственный вопрос, вообще, когда началась вот после начала вот этой торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки, Европейский Союз становится очень мощным лидером во многих вопросах. И поэтому Китай будет прислушиваться больше к европейцам. И я думаю, что именно европейцы и Европейский Союз, и члены Европейского Союза, они могут повлиять на Китай с тем, чтобы ослабить китайскую поддержку в русско-украинской войне. И поэтому, конечно, ключевой игрок вот во всех этих вопросах – это Китай. И это мы и демонстрирует сегодня и Путин, пристраиваясь. Он не может быть с Соединенными Штатами Америки, он не может быть с Европейским Союзом, но с одним из ведущих держав, с Китаем, якобы у Путина все хорошо. И вот это они и демонстрировали нам. Я имею в виду эту систему. Я всегда вам подчеркивал и говорю, я противник персонализации любой проблемы. Персонификация проблемы это значит упрощать ситуацию. Потому что персона в любом его, как кто бы он ни был, молодой, старый, персона уходит из политической арены, из жизни, человек умирает. А вот сама система, которая держит Россию как империю, она продолжает оставаться. И сегодняшняя система зародилась не при Путине, она зародилась задолго до появления Путина. Поэтому, когда Ельцин развязывал, Ельцина привели к власти, именно эта система привела к власти Ельцина в 90-е годы, когда было понятно, что Советский Союз в том качестве и в том формате не может больше существовать, было принято решение о начале так называемой перестройки с тем, чтобы усыпить бдительность западного мира, который противостоял тогда в холодную войну, весь Запад противостоял Советскому Союзу. И вот появился Горбачев, миротворец, который начал говорить о перестройке. А чем закончилась перестройка? Закончилась только тем, что Советская империя, она трансформировалась в СНГ. И в последующем задачи, которые стояли и перед Горбачевым, и перед Ельциным, и в последующем конкретно эти задачи были возложены на Путина, приводя его к власти, это восстановить СССР, восстановить Советскую империю, которая в те годы они были вынуждены трансформировать в СНГ. И поэтому сегодня тоже будет такая же попытка сохранить Россию именно в тех границах. Во время распада Царской империи от Российской империи отделились часть. Это Финляндия, Польша. После распада Советской империи отделились Прибалты. Только 3 республики прибалтийские отделились и стали суверенными и независимыми. А вот сейчас, когда будет уже третье такое расчленение или трансформация Российской империи во что-то другое, нельзя допустить, чтобы она сохранилась как империя. Вот децентрализация России, это только может разрушить вот эту систему, которая веками находится в России, и трансформировать в какой-то другой формат правления, другой формат территориального образования, но они сохраняют суть имперскости, и сохраняется имперская политика, и поэтому продолжаются эти войны все эти века и все эти годы.
Украина, она достаточно сильное государство, и они спустя 3 года продолжающейся неравной войны с Россией, они это продемонстрировали. С каждым годом Украина во всех отношениях будет усиливаться. Россия во всех отношениях будет слабеть. И поэтому, безусловно, то, что сегодня не было налетов дронов и не было вот этой акции, ни о чем не говорит. Все это впереди. У Украины есть такая возможность. И гражданские аэропорты, и самое главное, вот эта гражданская инфраструктура, которая существует и поддерживает существующий режим и войну в Украине, она должна начать страдать. А это единственный выход, единственная возможность, не нанося ущерб или удары по гражданскому населению, это нейтрализовывать и парализовывать вот именно эти инфраструктуры. Это очень мощное подспорье для того, чтобы русисты осознали, что война идет и на территории Украины. Не только на территории Украины, но война идет и на территории России. Чтобы каждый человек, чтобы это почувствовал, нужны именно такого рода операции, войсковые операции, используя дроны или же продвигаясь по территории. Все эти варианты, которые сегодня использует Украина, они очень правильные и они оправданы по всем параметрам. И по законам войны, и по тому, что необходимо для того, чтобы Россия в конце концов поняла, что она не выиграет эту войну. Конечно же, Соединенные Штаты Америки никогда не уступят позицию в этом вопросе ни Китаю, ни Турции. И поэтому, да, то поведение Трампа, который открыто начал якобы занимать позицию Путина, в этом отношении, конечно, он настроил очень многих политиков Европейского Союза, европейских политиков против себя. И вот они сейчас пробрасывают такого рода. Но я не допускаю, что да, Америка может привлечь и Китай, и Турцию этому вместе с Европейским Союзом к переговорному процессу. Но ни Китай и ни Турция могут отодвинуть Соединенные Штаты Америки из этого процесса. Нет, под то, что не было Орбана, это нужно понимать. Орбан, да, он пытается улавливать и улавливает волну. И, конечно же, пока Трамп всецело занимал сторону Путина, Орбан чувствовал себя прекрасно. Но как только он почувствовал, что там пробежала кошка, и что не все так весело, как им казалось 2 месяца назад, естественно, он решил воздержаться от этой поездки. Я думаю, что в дальнейшем его позиция будет меняться ровно так, как будет меняться позиция Соединенных Штатов Америки к этому конфликту. А относительно вот шпионской деятельности, и да, конечно же, это самое больное и уязвимое место было для Украины. Конечно, если бы они в сговоре с Венгрией или с кем-то смогли бы спровоцировать какую-то внутреннюю протестную акцию или какую-то волну на западе Украины, это было бы очень сильное подспорье для Путина и для России в войне, агрессивной войне, которую они ведут. Они эти планы же не скрывали. Они же уже составили, и Жириновский озвучивал план расчленения Украины. Какая часть будет переходить, уйдет в Венгрию, какая часть уйдет в Белоруссию, какая часть перейдет к полякам, и с чем останутся украинцы. Это в их было планах, и единственное вот самоотверженное противостояние украинского народа вот этой агрессии, оно разрушило все эти планы. Оно разрушило, но до конца еще Путин и его система не поверили, что они не смогут это реализовать. Изначальные свои цели, которые они для себя определили. И когда вчера они с Си Цзиньпином говорили о первопричинах, Си Цзиньпин понимает первопричину этой войны. Но Путину нужно было подстроиться под это. И вопрос не в НАТО, желание Украины вступить в НАТО. Это не первопричина, абсолютно. Первопричина – это то, что Россия хочет получить Украину и снова возродить Российскую империю уже в другой форме и в другом формате. Вот это была первоначальная задача. И первопричина начала не только 22 года, а первопричина начала
всех военных действий на территории Украины еще с 2014 года. Когда Си Цзиньпин говорит о первопричинах, это он говорит, вы знаете, что Си Цзиньпин, несмотря на их сотрудничество, всецело поддерживает территориальную целостность Украины. Он это право абсолютно заявляет и подтверждает. Первопричина – захват Крыма и оккупации восточных территорий. Вот освобождение этих территорий, вот это и есть ликвидация первопричины по-китайски. И как Путин пытается это для себя представить, это другой вариант. Поэтому Китай – это дело очень тонкое, Евгений. Дело в том, что Лукашенко, он просто сейчас доживающий старик, он всецело находится под Путиным, и никаких самостоятельных действий и решений Лукашенко не принимает. Я поэтому ни Лукашенко, чтобы мы не возвращались, ни Кадырова, которые сегодня представляют какой-то фигуры, они таковыми не являются. Поэтому абсолютно все, что происходит в Беларуси, это 100% под контролем. Если Путин почувствует, что это ему может принести успех, да, он это сделает. Но это не будет связано с желанием или нежеланием Лукашенко в связи с этим. Сегодня Белоруссия находится под полной российской оккупацией и под контролем России. Вот чего, вот какого суверенитета Путин хотел и для Украины, чтобы Украина была вот в той же роли, в которой сегодня находится сама Белоруссия. И поэтому это очень такой показательный момент, чего Путин ожидал и чего Путин хочет и хотел от Украины. Если так фигурально, если они не могут считаться захватчиками, они должны были, приводя к власти в Украине своих людей, привести ситуацию к той, которой сегодня они привели в Беларуси. Вот почему был и президенты, и почему был Майдан, и почему в последующем была агрессия, когда Януковича сняли. Это была та лошадка, которая должна была привести Украину вот к тому же положению, которое привел Лукашенко с Россией.